вы, возможно, не поверите, но у нас в Удмуртии есть своя русская Греция. И вот сегодня мы приехали сюда. Хочу сказать, что это Глазовский район, 14 километров от Глазова. Что же это такое? Ну, давайте вместе пойдем посмотрим. Русская Греция – это комплекс отдыха в сосновом лесу на берегу пруда. Располагается он в хуторе Горлица. Здесь есть комфортабельная гостиница и большая территория развлечений. Основатель этого центра и идейный вдохновитель Вера Иордановна Тронина, которая в течение многих лет создает и поддерживает на севере Удмуртии частичку Древней Греции с неповторимым южным гостеприимством и вкусной средиземноморской кухней. Ну почему же все-таки русская Греция, спросите вы? Ну, наверное, потому что я гречанка. Наверное, потому что половинка в моих детях тоже греческой крови. И мы решили создать такой уголок греческой культуры. Знаете, главная фраза у греков «Эрое сен арапо» – «Я вас люблю». Вот с этим мы встречаем всегда наших гостей. У нас летом много цветов, зимой много снега. Поэтому, как в Греции, у нас есть все. Здесь есть сосновый бор, где можно подышать. Здесь есть пруд, где можно порыбачить. Здесь очень красивые уголочки ландшафтным решением, где можно посидеть и порелаксировать. Итак, сегодня греческая кухня. Вера, скажите, какие блюда мы сегодня покажем нашим зрителям? Сегодня мы покажем и научим, как готовить сувлаки. Это вот самые традиционные блюда, которые можно увидеть в любом уголке Греции, испробовать. Потом мы будем готовить с вами спанакопиту из удивительного теста фила, которое рецепт знают только греки. И сварим очень интересный кофе эленико бахарики. Удивительно, конечно, название. Это, наверное, невозможно запомнить, но тем не менее, я думаю, мы сегодня все это увидим и все-таки поймем, как и что это готовится. Мы начинаем готовить сувлаки. Сувлаки можно готовить из мяса, из корейки или из вырезки, лучше свинины, или грудка куры. Мы берем грудку куры, вот такая вот она, филейка. Начинаем убирать лишние, ненужные части, которые можно потом любой хозяйке кинуть на котлетки. Лучше просушить мясо. Начинаем нарезать квадратики. Сколько примерно сантиметров? Ну вот такие вот квадратики, сколько там, 1,5 сантиметра. Да, вот так вот. Складываем их сюда и будем их потом мариновать. Вообще греческая кухня, она очень простая, но очень полезная и сбалансированная. Кухня Греции состоит в основном из мяса, барашка, козленка, куры, свинины, конечно, овощей. И все, абсолютно все готовится в основном на оливковом масле. Поэтому кухня полезная для организма и много овощей. Конечно, фруктов. Ну, еще хочу сказать, что на столе греков всегда стоит ваза с орехами. Вера, ну вот в вашем ресторане вы готовите греческую кухню. Вообще откуда эта идея пришла и почему именно греческая кухня? Я по национальности гречанка. Вырос сын, и мне стало проще. У него появилась идея создать здесь уголок русской Греции. А сейчас мы будем расширять наше меню и будем добавлять еще грузинскую кухню. Кухню колхиды, понта и, естественно, удмуртскую кухню. Прекрасно. Вот мы нарезали с вами. Сейчас мы будем это все мариновать. Что мы будем использовать для маринада? Для маринада мы используем оливковое масло. Вот можно сразу смазать даже палочки, чтобы легче было нанизывать. То есть мы будем делать это мясо на шпажках? На шпажках. Это такие мини-шашлычки. Мы с вами готовить его будем в печи, а так можно его и готовить и на костре. Если зрители будут готовить на костре, то лучше смазывать не маслом палочки, а замочить их в воде, чтобы палочки не горели. Но они все равно будут пригорать, но не настолько. Подготовили мы палочки с вами и начинаем добавлять. Соль. Везде, еще в греческой кухне, практически везде идет орегано. Это любимая трава нас, греков. Вот. Это мед. Сейчас мы будем с вами натирать цедру лимона. И помимо этого мы еще отожмем сок лимона. То есть получается такой кисло-сладкий маринад с нотками орегано. Да, вот вы знаете, чем отличается колхидовская кухня, кавказская, да,
от греческой тем, что она более пряная. У нее нет этой остроты, которая в грузинской кухне. Цедра дает, помимо аромата, еще дает цвет. Потом мы надрезаем лимончик, и в зависимости от того, сколько у вас здесь мяса, отжимаем сок лимона. Сколько будет мариноваться курица у нас? Ну, вообще лучше мариновать часика 2, так, чтобы мясо пропиталось всеми ароматами. Иногда добавляю чесночок еще, иногда добавляю перчик. Но традиционный рецепт, он такой. Я думаю, наши курочки в этом очень будут хорошо сейчас полежать. Они нам скажут спасибо, да? Да. Так, оставляем мариновать на 2 часа. Оставляем мариновать на 2 часа. И если очень торопитесь, ничего страшного, через часик можно подать уже. Замаринованную курицу для сувлаки мы нанизываем на шпажки, смазанные оливковым маслом. Блюдо обещает быть вкусным, так как в маринаде есть оливковое масло, орегано, лимонный сок и мед. Это блюдо можно готовить как в духовке, так и на гриле. В духовке это занимает примерно 15-20 минут. Вера, что мы готовим сейчас? Как это называется? Сейчас мы будем готовить спанакопиту. Спанакопито. Да, копита. Спана – это шпинат, пита – это пита. Да. Все, что готовится на муке. Лепешечка, да. Но мы будем готовить пирожочки. Тесто фил – это греческое тесто. Рецепт приготовления теста передавался из поколения в поколение по женской линии всегда. То есть оно состоит вот из таких нескольких тоненьких, совершенно да, прозрачных листочков, да? Да, поэтому оно очень быстро сохнет. Поэтому с тестом фила надо работать, прямо очень быстро. Мы раскрываем тесто и разрезаем вдоль. Так, нам понадобятся вот такие полосочки, да? Полосочки. Но не весь слой мы будем забирать, а несколько рядов. А чем же мы будем, Вера, начинять наши пирожки? Мы будем шпинат, рассыпчатый сыр фета. Вот на эту упаковочку теста 300 граммов шпината, 300 граммов сыра и 2 яйца. Все перемешивайте, солите, естественно, перемешиваете. Да, потому что вот у нас уже готова начинка. Готовить. Эти пирожочки обязательно берете несколько листочков, слоев, смазываете маслом. Каждый слой смазываете маслом. Кладете 30 граммов я смотрю, этой массы, столовая ложечка без горки. И начинаете складывать таким вот образом. Треугольнички. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот у меня получилось 7 таких завертышей. Вот такой вот треугольничек. Первый раз, кстати, вижу такой способ заворачивания пирожков. Ну хорошо, давайте я попробую. Вот так. Да. Вот так. Так? Да, все правильно. Отлично. Ага. Ну, честно говоря, мой пирожок, конечно, совсем не такой, как у Веры. Будем тренироваться. Будем тренироваться. Есть куда двигаться. Подготовленное спанакопиты обязательно смазываем оливковым маслом. Выпекать это блюдо надо примерно 30-40 минут при температуре 180 градусов. Итак, переходим к вкусненькому и, наверное, сладенькому, потому что я вижу тут черный шоколад. Греки без кофе жить не могут. Поэтому утро у грека начинается, его завтрак – это попить чашечку кофе, это обязательно. Поэтому мы научим вас готовить эленико. Но мы предлагаем не просто традиционное эленико, а все же эленико бахарики. Это мой персональный рецепт. Я делюсь, все делаю на глаз, пробуйте, дегустируйте и смотрите. Мы берем греческий кофе. Кофе греческий, потому что он по вкусу мягкий. Вы достигнете того результата, если будете готовить вот на этом кофе. Мы готовим на 4. 4 ложечки с горочкой кофе кладем. Ложечка с горочкой на одну порцию. Ложечка с горочкой на одну порцию. Мы кладем туда шоколад. Желательно черный. Долечка такая, квадратик на порцию. Поскольку есть шоколад, я не добавляю сахар. Но это тоже все на любителя, кто-то любит добавлять сахар. Вы не поверите, но я на глаз кидаю черный горошек, перец душистый. Мы берем кинзу. Это что-то необычное. Да, кориандр.
чуть-чуть гвоздички. С гвоздичкой лучше не переборщить, потому что она очень ароматная. Ну вот на чашечку, наверное, достаточно одной гвоздички. Сильная И специя. вот такой красный еще перчик горошком. Заливаем водой, ставим на медленный огонь и потихонечку помешиваем вначале, чтобы шоколад расплавился, а потом оставьте в покое, чтобы он томился, кофе. Итак, наш кофе сварился. Я так понимаю, что варили мы его обычным способом. То есть у нас чуть-чуть поднялась пенка, и мы его не кипятим, так? Нет, доводим до кипения, появляются первые пузырьки, и кофе снимаем. Никогда кофе не кипятится, кипятить его нельзя, это уже будет не кофе. Очень важно, если хорошо сварен кофе, то бывает хорошая пенка, поэтому на это обращайте внимание. Не надо часто мешать, чтобы пенка все же осталась. Сейчас я скажу о двух дополнительных Секретных ингредиентов. Моментов варки нашего кофе. Мы добавляем еще в конце корицу. Совсем немножко, наверное, да, щепоточку? Немножечко, чтобы тоже не перебило, да. И чуть-чуть апельсиновой долечки. Вот и все. Наш кофе Эленико Бахарики готов. Аромат прекрасен. Вот, Он будет попадаться горошки. Ничего страшного, их можно погрызть. Вообще прекрасный, бодрящий, согревающий напиток. И очень вкусно. И вот вкус шоколада все-таки это даже вот нечто среднее между какао и кофе. Потрясающе, Вера. Спасибо. Честно, очень вкусно, рекомендую. Дарите друг другу праздники. Ну, наверное, прошло полчаса, и вот, собственно говоря, наш обед готов. Хочу сказать, выглядит это все совершенно потрясающе, очень аппетитно, и на самом деле, как вы, Вера, сказали, это точно 100% здоровая кухня. Да. Вот сувлаки мы подаем обычно с питой, которую тоже можно готовить дома очень быстро. Обязательно соусом дзадзики. Это натертые на крупной терке огурцы, отжатые, кладутся в греческий йогурт. Домашний йогурт, в общем. Домашний йогурт такой, ну он должен быть плотный, не жидкий. Чеснок, оливковое масло, лимонный сок. Все это перемешивается, настаивается. И соус дзадзики подается буквально к мясу, к рыбе, к куре, неважно. И, конечно, греческий салат, таким, как он должен быть на самом деле греческий салат, называется он хорятики. В переводе это народный, все, что было у грека в погребе, он доставал, все нарезал. Это лук красный, маслины, оливки, помидоры, огурцы, перец, сыр фета и, конечно, каперсы. Вот, поливается все оливковым маслом. Ну, вот такая вот подача. А это вот наша спанакопита прекрасная, которая готовится из теста фила. Пробуем? Пробуем. Что получилось? Несмотря на то, что мы с вами мариновали совсем чуть-чуть, наверное, минут 30 мы мариновали, да? Очень пропиталось все. Очень нежно и очень хорошо, да? Конечно, вот этот соус делает погоду. Дерзайте, учитесь, а самое главное, душевность греческой культуры. Вера, огромное спасибо сегодня за такие прекрасные рецепты, за прекрасное общение. Мы побывали в вашем чудесном месте. В память о нашей встрече хочу подарить вам нашу фирменную кружку. Надеюсь, она займет какое-то свое место здесь на полке. Благодарю. Было очень вкусно и здорово. Елена, имя тоже греческое. Да, и означает в переводе «солнечное». Да. Команду проекта «Удмуртия со вкусом» ждут новые открытия. Каждая новая программа – часть кулинарной истории нашей республики.